В Доме профсоюзов прошел обучающий семинар по подготовке педагогических работников общеобразовательных организаций Чеченской Республики к аттестации на получение квалификационной категории. Какая работа проводится с учителями в этом направлении? В Серноводской общеобразовательной школе номер 1 состоялся семинар-практикум для уполномоченных первичных профсоюзных организаций по труду и заработной плате в рамках проведения региональной тематической проверки педагогических работников образовательных организаций. В канун дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования прошло чтение Мавлида. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Победа учителя истории и обществознания средней общеобразовательной школы номер 28 города Грозный Яраги Изнаурова в престижном всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2020» в номинации «Молодой учитель». Каким был путь к победе за звание лучшего? Бесплатные бонусы для покупок в новом приложении для работников профсоюза. Насколько успешно Чеченская республиканская организация Общероссийского профсоюза образования реализует пилотный проект программы АИС? Что это за приложение и какие возможности открывает? В Доме профсоюзов Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования прошел обучающий семинар для подготовки педагогических работников общеобразовательных учреждений города Грозный Грозненского района к аттестации на получение квалификационной категории. Председатель региональной организации профсоюза Даутхан Герзелиев подробно разъяснил педагогам регламент процедуры аттестации. Председатель аппарата Рессовета Даутхан Герзелиев отмечает, вопрос получения высшей квалификационной категории зависит напрямую от самого педагога. Учитель имеет возможность поднять уровень квалификации за счет профессионализма и качественных знаний. К тому же это еще и хорошее материальное стимулирование для работников образования. Присвоение учителю высшей категории означает надбавку к заработной плате, плюс 30% доплаты к основной ставке и 20% за первую категорию. Сегодня процедура аттестации для претендентов на первую и высшую категории намного упростилась. Если раньше вместе с заявлением к папке педагогических достижений учителя прилагался диск с видеоуроками, то сегодня это требование отменено. Заявление тоже можно подавать в электронной форме. Сегодня Министерство образования отказалось от видеоуроков, что очень отрадно. Это очень занимало много времени учителя. Значит, сегодня процедура еще упрощена в том, что каждый педагог имеет право заявление сдать в электронном виде. Сегодня с Нажиртовского района с папкой приезжать не нужно. То есть регламент позволяет ему это заявление подать в электронной форме. Дальше заявление принимается, по графику формируется желающие пройти аттестацию, и в назначенный день, в назначенное время они приходят и сдают квалификационный экзамен. По итогам этой процедуры происходит заседание аттестационной комиссии, и члены комиссии голосуют за или против установления квалификационных категорий. Учитель чеченского языка и литературы 37-й школы Грозного Фатима Чамаева преподает уже больше 20 лет. В этом году она собирается подать заявку для прохождения аттестации на получение высшей квалификационной категории. Аттестация пройти аттестация даучхана хихар хочу угар халши болх кетчба без схаттар что болх без شي بالخلق قوت دي سات دي قرش دخن اتستات دامو يوتشو استون كيتشن بيشتو تسخوشتك حيوخشدو هنت اتشتون اذا قالم كن اتستات يدح كنتينا تون ميل احتوخصنا غو خيردو ناق استلخو. Благодаря договоренностям между Министерством образования и науки Чеченской Республики и региональным отделением Общероссийского профсоюза образования действует и льготная процедура для педагогов, имеющих звание заслуженного, почетного и народного учителя. Заключено соглашение, что уже как 6 лет эта льготная процедура действует для той категории педагогических работников, имеющих звание заслуженный, почетный, народный, имеющие достижения в конкурсе профессионального мастерства, и 40 лет и более стаж, кто имеет педагогические работники, имеющие такой стаж.
Профсоюз планирует вести круглогодичный цикл обучения педагогов, чтобы ознакомить их с порядком и условиями для успешного прохождения аттестации на получение квалификационной категории. Подобной работой аппарат Райсовета планирует охватить все районы республики. Чеченская республиканская организация Общероссийского профсоюза образования провела семинар-практикум по оказанию информационно-методической помощи для уполномоченных первичных профсоюзных организаций по труду и заработной плате при проведении региональной тематической проверки педагогических работников образовательных организаций Серноводского района. В рамках деятельности аппарата Райсовета намечается тематическая проверка по заработной плате во всей региональной системе образования. В рамках правильной организации этой работы нужно было провести обучающие занятия по подготовке профсоюзных работников для проведения соответствующих проверок. Такими специалистами являются полномоченные по заработной плате, которые есть в каждой общеобразовательной организации. Так, главный экономист правозащитного отдела Райсовета Абдурахман Каимов подробно ознакомил его участников с теми правилами, которые необходимо придерживаться при проведении тематических проверок и на что необходимо обратить особое внимание. Тематическая проверка согласована с руководством Министерства образования и науки Чеченской Республики, Комитета по дошкольному образованию при правительстве Чеченской Республики. Предупреждены об этом руководители органов управления образованием. Нам нужно посмотреть, насколько соблюдается законодательство в области и нормативные документы, которые касаются заработной платы в образовательных организациях, выявить, предупредить, устранить нарушения, которые, в общем-то, обнаружатся в этом плане, и поставить об этом в известность как руководителей самих образовательных организаций, так и руководителей органов управления. Свою работу Республиканский совет профсоюза работников образования продолжил и в Гудермесском районе республики. Здесь также прошел семинар-практикум по оказанию информационно-методической помощи для уполномоченных первичных профсоюзных организаций по труду и заработной плате. Специалисты аппарата Райсовета отметили актуальность тем, затрагиваемых в рамках семинара, отметив, что вопросы мониторинга заработной платы актуальны, так как именно от достойной оплаты труда работников образовательных учреждений зависит эффективность деятельности школ. Рассказали участникам семинара также то, какие стимулирующие компенсационные выплаты полагаются работникам образовательных учреждений, на каком уровне проходит начисление заработной платы, выдаются ли расчетные листы. Стоит отметить, что подобную работу профсоюз проводит не только среди уполномоченных учреждений системы общего, но и дошкольного образования. В канун дня рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, который мусульмане всего мира праздновали в 12-й день священного месяца Рабиуль-Авваль, в этом году он пришелся на 29 октября, в Чеченской республиканской организации профсоюза образования состоялось чтение Мавлида. Эта дата широко отмечается и в нашем регионе религиозными обрядами, чтением мавлидов, раздачей милостыни малоимущим и многодетным семьям, а также многочисленными поминаниями и восхвалением любимца Всевышнего Аллаха. Участники Мавлида в честь лучшего из людей после восхваления пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, просили для чеченского народа сохранения мира и благополучия, которое сегодня обрел по великой милости Аллаха чеченский народ под руководством лидера нации Рамзана Ахматовича Кадырова. هذا كرهان جوديا تزير أوبل ديا هذا ده الوقت ده إيه ما إيه الوقت خوشي جيتي تا خوشي دوزي تا خبصل بس كولر خدينا أنا بصل بس كولر خاصم بون شكر دوم هذا ده الوقت ده إيه ما إيه الوقت فهذا وقت لاتشنا الحمد لله بوستان خاصم بشتا كرتوا إيش رمزان هي خوش إيش رمزان لازم هو ده رئيس الهون إيش رئيس الهون هن أستاذ رئيس الهون باش يوك عن بقوة هالتويل هالشهر وين هالتوبل نيقش هال توبل هالبلا مكش سوق أنا الدشخانة ديل باش نسونا فيش دو ديل هيوشني أنا تدو صالك سبتش ويني وين إيش ديل هاوش ديل ويلي غي تنسوا إذا سموش ديل وين متح وين سال متح دويل رمزان وسقلنش ديل هالبوق شنو لا تبويله بس هوش ديل
İşte وين ليلر وين بولر وين دهر وين ده وقتر كن امسا قويش كن ساعات سمقر قويش هبزن ده وقتر ايت ما ايرا ورحوا كوميرش ايرا ورحوا تو ايش مستعد جوا قوة بزن ده بزن ده وقتر توقف توقيش تديكش داش نانوش جيشتيا ادو دور تخون جيشتيا يلچن امتن جيشتيا. Чтением священного мавлида любимцев Всевышнего Аллаха в Республиканской организации Общероссийского профсоюза образования поминают ежегодно. Самые почтенные и уважаемые люди собираются для восхваления пророка. Месяц рождения любимца великого Аллаха, один из самых ценных для мусульман. Всю свою жизнь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, провел в служении Всевышнему, призывая к миру, добру и братской любви. Весь этот месяц мусульмане всего мира с усердием прославляют пророка, читают салават, а также изучают его жизнь и деятельность. Biz bu voyn masarna xuşdu her but qısa lorşqılı bazbaş mol diyişten çaqtırlı tağın dergi liloştek deştek o tağın respublika del doy voyn masarna xuşdu tağın voyn ine hagoy çoy paça ramzana ma çkadiru ça tayp şikoyu çtağını voy busul bşqılır voy ine lar beşqılır idaba xılır çutya çalligu çaşikoya çanni. Имею ли я право, будучи педагогом-библиотекарем школы, быть классным руководителем? Да, имеете. Ваша должность является педагогической, так как она обозначена в номенклатуре должностей педагогических работников. Классными руководителями могут быть педагогические работники, на которых с их согласия приказом образовательной организации возложены функции классного руководителя. Имеет ли право работник отказаться от перечисления страховых взносов в пенсионный фонд? Отказаться от перечисления взносов в пенсионный фонд не получится, потому что это никак не зависит от работника, а только от работодателя. А работодатель обязан это делать. Да и никакого смысла в таком отказе нет, так как страховые взносы уплачиваются работодателем. И если даже работодатель по каким-то причинам перестанет перечислять за вас взносы в пенсионный фонд, ваша заработная плата от этого не увеличится. Вправе ли учитель работать по совместительству в другой образовательной организации? Если да, то обязан ли он спрашивать на это разрешение у работодателя по основному месту работы? Да, вы вправе работать по совместительству в свободное от основной работы время. Вы можете работать по совместительству как по месту вашей основной работы, так и в других организациях. Однако продолжительность вашей работы по совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисляемой из установленной продолжительности рабочей недели, то есть 36 часов в неделю. Отсюда следует, что совмещение не может превышать 18 часов в неделю. Что касается получения разрешения от основного работодателя на работу по совместительству, то нет, никакого разрешения вы от него получать не должны. Мне вручили еще грамоту, вот она грамота, диплом победителя Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» и памятный сувенир, на котором изображен пеликан, который, как мы знаем, является символом педагогических конкурсов, и табличка с информацией о победителе конкурса. Диплом победителя и этот пеликан как символ учительства. Первая крупная победа в копилке достижений пока что небольшого педагогического пути Яраги Изнаурова. Преподаватель истории и обществознания средней общеобразовательной школы номер 28 города Грозный стал лучшим в номинации «Молодой учитель» во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2020» от Чеченской Республики. Все-таки мне хотелось проверить себя, может быть, стою я ли, соответствую ли я. И это хорошая проверка себя и своих качеств, навыков. И к этому я пришел осознанно. Это был мой осознанный выбор. И вот эти факторы способствовали тому, что я принял участие в этом конкурсе. Общероссийский профсоюз образования является соорганизатором конкурса. В этом году он проходил в 15-й раз. Традиционно на его площадке собираются лучшие молодые педагоги страны.
Социальные слои, хорошо. А вот по положению в обществе, какие бывают слои общества? Да. Низший слой, средний слой, высший слой. А вот как называют людей, которые находятся на вершине? Политическая элита. То есть те, кто обладают властью, это у нас политическая элита. Так, тема нашего урока – политическая элита. В школе учитель работает только 5-й год, обучая детей предметам истории и обществознания. Сразу после окончания Казанского научно-исследовательского технологического университета устроился преподавать в этой общеобразовательной организации. Выбор профессии учителя абсолютно случайно, рассказывает педагог. Яраги Изнауров – первый, кто связал свою жизнь с этой профессией в их семье. Также он активно вовлечен в профсоюзную и общественную деятельность школы. На своих уроках я часто пользуюсь современными методическими технологиями, которые делают урок достаточно продуктивным и эффективным. Это вообще федеральные образовательные стандарты предписывают нам формировать у детей навыки самостоятельности и деятельностного подхода к обучению. То есть важно не только формировать предметные компетенции учащихся, но и метапредметные, то есть умения, то есть те навыки, которые будут актуальны и в реальной жизни. И формирование этих навыков можно достичь с помощью методического инструментария. Также в нашей школе я курирую направление охраны труда по профсоюзной линии, что достаточно значимым является также, потому что условия труда, то, насколько соблюдается законодательство в сфере охраны труда, оно тоже достаточно значимо. В условиях правового нигилизма и низкой правовой культуры важно формировать эти навыки как у учителей, так и у административного корпуса, так и у учащихся. Яраги Изнауров – это еще и наставник молодых учителей, рассказывает директор образовательной организации. Педагог является руководителем Ассоциации учителей школ Грозного. В прошлом году он участвовал в разработке тематических видеороликов для учащихся 11 классов, которые готовятся к ЕГЭ по обществознанию. С самого первого дня было видно, что этот учитель, которого не надо зажигать, который горит за свое дело, за свою республику, за все, что происходит вокруг него. Он очень небезразличный человек. И не раз выступал и побеждал, становился лауреатом, победителем республиканских конкурсов. Но так получилось, что в этом году он был выдвинут в номинации «Молодые педагоги» во всероссийский конкурс «Педагогический дебют» и занял в нем первое место. Для нас это, конечно, я думаю, и для всей системы образования республики это очень большое достижение. Педагог рассказывает, что он сторонник того, чтобы любой урок проходил в открытой позитивной атмосфере. Конечно, многое зависит от дисциплины учащихся, но все же, когда дети активные, не проявляют большой интерес к учебе. По его словам, это достаточно важный показатель того, что урок прошел максимально эффективно. Представитель аппарата Риссовета профсоюза в Шелковском районе Денис Дупенко – человек, который непосредственно работал над внедрением в Чеченской Республике пилотного проекта так называемой компьютерной программы АИС, или иными словами приложения АИС. В прошлом году только 2 региона страны, в том числе и Чеченская Республика, приняли участие в федеральном пилотном проекте по созданию для работников профсоюзных организаций автоматизированной информационной системы. То есть это создание некой единой базы работников профсоюза, которым выдается профсоюзный билет. С помощью такой электронной карты его работники могут произвести бесплатные покупки за счет предоставленных баллов на разные виды товаров. Для этого на мобильный телефон скачивается специальное приложение, которое позволяет провести такую операцию. Каждый из нас скачал себе на телефон приложение, которое на сегодняшний день разработала компания. Каждый член профсоюза получает профсоюзный билет, электронную карту свою, которая в дальнейшем в приложении у него полностью отображается, не надо носить и пластиковую карточку. Далее здесь более интуитивно уже идет весь набор тех благ, которые предлагает нам данная программа. Она предлагает скидки, которые в онлайн-сервисах и в офлайн-сервисах можно получать. Тем самым каждому члену профсоюза создается личный кабинет, который у нас работает и в котором каждый зарегистрирован.
Пользоваться возможностями этой услуги могут только члены профсоюза. После совершения покупок через ваш личный кабинет в приложении на экран выводятся средства в виде реальных рублей, которые работник профсоюза может потратить на личные цели. К примеру, пополнить счет мобильного телефона или пластиковой карты. Это некий бонус, который дает профсоюз своим работникам на улучшение их материального благосостояния. Чтобы пользоваться программой АИС, представителям профсоюзных организаций были необходимы определенные навыки. С этой целью проводились обучающие семинары с работниками аппарата Риссовета. Человек должен владеть навыками работы в базе, должен владеть какими-то условиями, которые мы стараемся на своем уровне, на районном уровне создать. Республиканский совет создает условия для того, чтобы реализовать эти уровни в качестве обучающих семинаров, вебинаров, каких-то пособий методических, пособий бумажных, направленных на улучшение и облегчение работы людей, лиц, ответственных за ведение автоматизированной базы. На сегодняшний момент у нас все первичные профсоюзные организации занесены в автоматизированную базу. На нашем уровне, на нашем районном уровне люди подготовлены к тому, чтобы использовать данную программу. В своей деятельности аппарат Риссовета реализует и ряд других мер поддержки работников профсоюза. Программа АИС – лишь одна из них. Чеченская республиканская организация Общероссийского профсоюза образования в дальнейшем намерена создать максимально благоприятные условия для работы своих представителей.